Ассаламу алейкум. Приветствую всех, кто нас смотрит. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по спортивной борьбе, который прошел с 8 по 14 сентября этого года. Этот чемпионат знаменателен тем, что на нем блестяще выступил чеченский борец греко-римского стиля Чингиз Лобазанов. Представлю гостей нашей студии. Олимпийский чемпион Исламбек Альбиев. Заслуженный тренер России Жаа Умаров. На этом чемпионате борцы греко-римского стиля выступили крайне неудачно. Если бы не золотая медаль Чингиза Лобазанова, выступление можно было назвать полным провалом. Исламбек, почему так получилось, что к последнему дню соревнований в копилке сборной России не было ни одной золотой медали? Я не совсем соглашусь с вами, Муслим, что крайне неудачный чемпионат мира был для классиков. Почему? Потому что последние годы, если вот мы вернемся назад, нам показывают, что классики на чемпионатах мира не очень любят забирать золото, на самом деле. Они только на Олимпийские игры забирают, так, на последней Олимпиаде. Да, вот действительно, вот, если взять последние две Олимпиады последних, пекинскую и лондонскую, то классики, к примеру, берут по 2, по 3 золота на Олимпийских играх. А вот на чемпионатах мира, если взять даже начиная с 2009 года, где я участвовал, классики строго забирают 1 золото. Серебро, бронза, так скажем, по нарастающей, или не знаю, как правильно сказать. Так что просто я думаю, что тренера были действительно взволнованы, потому что первые 2 дня не было золота. И первые 2 дня реально боролись наши лидеры. Олимпийский чемпион Власов, ну и остальные ребята такие опытные. Курак Адам, чемпион Европы. Такие опытные ребята. И когда они провалились, то есть когда они проиграли, конечно же, тренера, скажем так, мягко говоря, испугались, потому что все-таки есть ответственность, есть главный тренер, есть сборная команда. И, конечно же, что тренера, что и ребята, они ответственны за результат. Исламбек, было ощущение, что команда функционально не готова. Но посуди сам. Выигрывает олимпийский чемпион Роман Власов у Эндрю Бисика, американца. Счет 5-2, итоги равный счет по последнему баллу проигрывает. Выигрывает Азамат Бекбаев, 3-0 кубинца, и 6-3 проигрывает. И по другим схваткам то же самое. Ты с этим согласен? Нет? Я полностью согласен, да. Функционально ребята были плохо подготовлены. Но Рома, Бекбаев — это невозрастные ребята, умные ребята, думающие. Я думаю, они должны, просто обязаны сделать вывод из этого чемпионата и, конечно же, исправить свои ошибки. По-другому никак. Чингиза Лобазанова я видел на турнире в этом году в Тюмени, Гран-при Иван Поддубный. Он там блестяще боролся. И, к сожалению, чемпионат Европы он провалил. Проиграл он там за 3-е место Демьяновичу, белорусу. Именно у Демьяновича выиграл он сейчас в полуфинале. Выиграл блестяще, 8-0, досрочная победа. Блестяще, действительно. Помимо Демьяновича еще было 2 реванша. Он проиграл в этом году сербу Александру Максимовичу, довольно крепкому борцу, который за месяц до чемпионата выиграл турнир международный такой. И Юнусу Азелу, турку, которого на Кубке мира он выиграл, а незадолго до чемпионата мира на турнире проиграл. Было опасение, что он в финале тоже проиграет, но он блестяще боролся. Ты финал видел, Исламбек, прокомментируй его. Да, я видел финал, я видел полуфинал. Скажу, что Чингиз провел блестящий этот турнир. С иранцем схватка какая напряженная была? С иранцем схватка была напряженная. Но если взять вообще вот борьбу, которую Чингиз показывает, я скажу, что это, наверное, были его лучшие соревнования. Скажем так, лучшие его соревнования из всех чемпионатов, то есть по взрослым. Жа, вольники смотрят соревнования крымских борцов, а? Ты смотрел соревнования? Да, обязательно мы болеем, смотрим за ребят, потому что итоговый результат сборной команды по спортивной борьбе, греко-римской и вольной борьбе, мы командные всегда, это определяется командные места на чемпионате мира, поэтому результат греко-римской борьбы и вольной борьбы. И женская тоже. Да, и женская, все это взаимосвязано, это Федерация спортивной борьбы, мы болеем за это, мы в одной упряжке, поэтому... Кстати, сборная России стала первой на этом чемпионате мира. Про Чингиза Лобазанова хочу сказать еще одну вещь. Борцы греко-римского стиля подразделяются
по их квалификации, они сами себя квалифицируют так, на толкачей и на бросковых парней. Так вот, Чингиз Лобазанов, бросковый парень, даже при этих не совсем идеальных, может, правилах, смотреть его борьбу очень интересно. Со старшим братом Чингиза, Ибрагимом Лобазановым, Исламбек боролся еще в 2008 году, по-моему, за выход в финале, да, за попадание на Олимпиаду в Пекине. Что ты можешь, Атил Свата, сказать? Ну, что я могу сказать, Сват? Тебе, наверное, эти ребята Лобазановы, наверное, близки, наверное? Мы очень близко дружим, очень хорошие ребята, я их уважаю. Ребята знают, как держать дисциплину, знают, как себя вести в обществе. Приятно с ними всегда общаться. Скажу, такая спортивная семья, что их отец, что вот старший брат Ибрагим, что вот Чингиз Лобазанов, который подхватил вот это знамя семьи и принес, наверное, самую такую стоящую и драгоценную медаль Я чемпионата с Чингизом мира. после финала разговаривал по телефону и даже высказал мысль, что то, что судьба не дала его брату старшему, наверное, с лихвой ему его вознаградила. Да, я думаю, его старший брат гордится своим младшим братом Чингизом, и он был рад, и он был доволен. На примере вот отношения Исламбека с Ибрагимом можно сказать, что то, что борцы соревнуются, это остается на ковре. За ковром они во многих случаях дружат, и отношения довольно теплые у них. И я подтверждаю слова Исламбека насчет Чингиза. Это очень достойный парень. В свете того, что он выиграл для России одну золотую медаль, Единственную. он герой не только чеченского народа, но и всей России, Да. я считаю так. Поражение Курака тебя удивило? Чемпион Европы этого года. Твое отсутствие чемпион России стал. Набрал хорошую Поражение форму. Адама Курака меня ничуть не удивило. Почему? Потому что он не первый раз проигрывает этому спортсмену и проигрывает, скажем так, достаточно серьезным преимуществом. Адам является моим соперником на ковре, но, как вы сказали, Муслим, у меня никакие эмоции за ковром не вызывает этот парень. Я с удовольствием и дружу, и с ним, и со всеми ребятами. Я хочу добавить, что в финале Гран-при Иван Подобный Курак, видя серьезную травму Исламбека, не ударил по этой стороне руки, вел себя довольно благородно, что не часто бывает в борьбе. Почему ты отсутствовал на чемпионате России, Исламбек? Я готовился к чемпионату России, и за 2 недели до чемпионата России я травмировался, я порвал переднюю крестообразную связку. Потом выяснилось, что еще частично был надорван мениск. И вот ввиду этой травмы мне пришлось пропустить чемпионат России. Сейчас как твое здоровье? Сейчас здоровье неплохо, я себя чувствую хорошо, реабилитация идет полным ходом, я доволен результатом. И я надеюсь, что на январском турнире, не на Подобном, так как Подобный перенесли, но на каком-то международном турнире я обязательно поборюсь и подойду к дальнейшим соревнованиям. Ну что, будем желать тебе удачи в дальнейшем. Золото Чингиза Лобазанова, Чингиз Лобазанов, 4-й борец чеченский, ставший чемпионом мира. До него чемпионом мира становились в 1987 году Клермон-Феррани Аслаудин Абаев. 4 раза чемпионом мира становился легендарный Ислам Дагучиев. И Хернинге в Дании Исламбек Альбиев. И вот блестящая победа в Ташкенте Чингиза Лобазанова. Имя с золотыми буквами его вбито в историю чеченского спорта, безусловно. Это огромное достижение. Не только чеченского, я думаю. Да. Греко-римская борьба очень популярна в мире. Это олимпийский спорт. Жалко, что категория его не олимпийская. Я разговаривал с Чингизом, и он сказал, что еще год он будет думать подняться вверх. Вряд ли он сгонит вес. Ну, я думаю, это непосредственно вопрос к нему и к его тренеру. Я думаю, до последнего они будут все-таки решать, как быть лучше. Там крепкие ребята, конечно. Сейчас Власов проиграл, да, но в этом весе есть очень сильный Чехиркин с Ростова, который чемпионат России пропустил за травмы. И чеченский борец Ильяс Магомадов. Ильяс Магомадов, да. Конкуренция очень хорошая. Вообще у нас в стране, если вот взять вольную греко-римскую борьбу, я говорю именно вольную за греко-римскую, потому что мы непосредственно бываем часто на сборах, я знаю состав как и вольной, так и греко-римской борьбы. Очень здоровая, хорошая конкуренция.
во всех весовых В категориях. этом же весе 75 килограмм есть еще чеченский борец Руслан Исаков. Он сейчас на тренерах, но потенциал его, мне тренеры говорили, его немалый. Да, есть. Руслан тоже неплохой борец. Он не раз это доказывал на международных турнирах. Абузит Мансыга, выступающий в этой категории, который был соперником Чингиза Лобазана в финале Гран-при Иван Поддубный, получил на России травму. Но это тоже наша надежда олимпийская. Поскольку категория не олимпийская, 71 килограмм, я думаю, что он пойдет вниз и будет с тобой, Исламбек, бороться. Я знаю, что вы близкие друзья. Сейчас в воскресенье, вот несколько дней назад, 3 дня назад, Абузит женился. Да, можем его поздравить с этим. Исламбек там присутствовал. Мы поздравляем Абузида с этим радостным событием. Борец вольного стиля Белал Махов. Мы несколько раз же с тобой в передаче обсуждали его перспективы. Вернется он в борьбу, не вернется он в борьбу. Он вернулся, на удивление всех, в греко-римскую борьбу. Удивило это решение вас? Ну, по большому Тренерами. счету не удивило, потому что свою спортивную карьеру Белал Махов начинал с греко-римской борьбы. Он по юношам, по молодежи боролся в этой стиле борьбы, на первенство мира боролся. Поэтому потом он уже перешел на вольную борьбу, где показал очень классный результат, трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр. Ну, у него, да. С Артуром Таймазом он по одному у него Ну счет да, тоже. он великолепный результат показал по вольной борьбе. Ну, он сам такой мощный, высокий, атлетичный спортсмен, поэтому у него там были проблемы с весом. Как вам известно, у нас весовые категории 125 килограммов в тяжелом, а в греко-римской 130. Поэтому он, видать, предпочел, что вот менее там губительный для здоровья, для его самочувствия будет гонять на 130 килограмм. Тем более его стиль борьбы, само ведение схваток, всегда, когда он боролся по вольной, было приближено к греко-римской борьбе. Обычно захват у него в корпусе он работал. Парень, он мощный, поэтому решил, наверное, попробовать в греко-римской борьбе. Я думаю, неплохой результат, бронзовая медаль. Он в проиграл весовой в категории. полуфинале, проиграл будущий чемпион он проиграл. Михаилу 1 балл. Лопесу, это великий борец, пятикратный чемпион 1 балл проиграл, равная мира, схватке. двукратный олимпийский чемпион. Это борец, который никому не проигрывает, Да, кубинец. пятикратный чемпион мира, И двукратный всего 1-0 олимпийский счет. чемпион. Я думаю, что впереди у них еще будут схватки, где он Я думаю, Белал Махов попробует реваншироваться. может конкуренцию составить в этом весе. Как известно, в греко-римской, насколько я помню, в последние годы даже медали в тяжелом весе не было. Да. Ну вот. Но я думаю, что с приходом Махова в греко-римскую борьбу шансы чеченских борцов в тяжелом весе, они сильно уменьшаются. Я имею в виду братьев Аюбовых, имею в виду Ламали Акаева. Я думаю, нашим ребятам надо идти вперед, безусловно. И то, что пришел Махов в эту весовую категорию, должен их заставить работать 2, 3, а то и 5 раз больше, чем они работали обычно. По-другому не получится. Конкуренция – это такое дело, что за ней надо бежать, ее надо преодолевать, не стоять на месте. Вот в самой легкой категории Мингиян Семенов в финале уступил Сарьяну, иранскому борцу, великий борец, 6-кратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Я знаю, что Мингиян приезжал к тебе на турнир года 2 назад, по-моему, гостем твоего турнира был, твоего имени. Да. Его борьба мне, честно говоря, понравилась, и в какой-то ситуации я подумал, да, что он заслуживает золотую медаль. Один момент он немножко расслабился, и тот за ковер вывел его. Да, там был спорный момент, но тренерский штаб посчитал, что при счете 1-0 или 2-1, не знаю, но в любом случае 1 балл преимущества был у иранца. Если бы кинули они челлендж, при обратном результате иранец отрывался бы на 2 балла. Да. Это было чревато последствиями. Они решили, что все-таки Мингиян все-таки доберет, возьмет этот балл. 2 балла догнать намного сложнее, как мы понимаем, чем 1 балл. И поэтому, я думаю, это было правильное решение, но, к сожалению, Миня не смог за вот это время добрать балл, и счет закончился с минимальным преимуществом иранца 1-0. В финале чемпионата России интересно будет узнать, какой кому-то, может быть, с Мингияном Семеновым боролся старший брат Чингиза Лобазанова, Ибрагим Лобазанов. Схватка была равная, и за счет предупреждения, 1 балл выиграл Семенов. Евгений Салеев, категория до 80 килограмм, она не олимпийская, тем не менее. Чемпионом России стал Абихан Оздой, ингушский борец, послали Салеева. Как так получается, что чемпион России, вот Нальгиев Билан и Оздоев, они не попадают в сборную на мир?
Был турнир после чемпионата России, и было сказано, то есть все были в курсе, и ребята, и тренерский штаб, что тот, кто выиграет турнир, тот и поедет на чемпионат мира. Я имею в виду, это весовая категория 75 килограмм, Власов, Нальгиев, и категория 80 килограмм, Салеев, Оздоев. Тренерам виднее, есть главный тренер, есть тренерский штаб. Они приняли такое решение. Окончательной точкой стал международный турнир, если я не ошибаюсь, в Польше. Выиграл Ласов, если я не ошибаюсь, Салеев выиграл. Причем Ласов выиграл у олимпийского чемпиона, чемпиона Корейца. мира, кому он проиграл год назад. Да. Да. Это Ну, решило, олимпийский да. чемпион, 66 он является. Ну вот, кореец. честно говоря, вот на мире он был не готов, прямо скажем. А вот поражение Мусы Евлоева меня очень сильно удивило. Я знаю, что вы тренируете в Москве у одного тренера. Почему он проигрывает и на Европе, и на мире, причем как-то вот весь свой потенциал не показывает? Я непосредственно хорошо знаю самого Юлоева Мусу. Очень хороший парень. Очень Два слова об хороший этом, парень, да, как о хороший человеке. парень. Да. Таких ребят золотых я немного видел. Отдается на ковре на все 100%. Не знаю, у нас, можно сказать, один тренер, Тобулатов Умолт, является моим первым тренером, а личным тренером моим является Давид Акопач. Также он является личным тренером и Юлоева Мусы. Все-таки, я думаю, дело тут в психологии парня. Чуть-чуть есть неуверенность, есть над чем работать, и я думаю, будет сделаны Но, правда, он проиграл выводы. сильному иранцу 1 балл, но тем не менее ждали большего. На самом деле, я знаю потенциал Мусы, он на все 100% готов стать и чемпионом Европы, и чемпионом мира. В этом весе Что-то его чемпионом стал, сковывает, да, что-то его в сковывает. этом весе чемпионом стал Алексанян, который год назад проиграл Мельникову. Мельников единственный золотую медаль для России принес. Да. Многим казалось, что та схватка, честно говоря, была ангажирована, что Алексанян был сильнее. И вот сейчас судьба его снова вознаградила золотой медалью за долготерпение. Также можно отметить победу Леона Джилфулакяна категории до 75 килограмм. Этот парень несколько раз проигрывал Ласову на крупных турнирах. Очень много раз. Из-за долготерпения судьба вознаградила Джилфулакяна. Его отец был олимпийским чемпионом, Леон Джилфулакян. Да. Этот Арсен Джилфулакян, да, сын его, да. Да. И в свое время он боролся и с Абаевым. У него такие серьезные схватки были. Серьезные схватки были, но Абаев не дал ни шанса Джилфулакяну, да. История это знает. Умалчивает, да. Да. Мы это знаем все. Греко-римские борцы выступали после борцов вольного стиля. И вот сейчас перейдем к Жоао Марову именно с вопросами о блестящем выступлении борцов вольного стиля. Год назад 2 золотые медали, сейчас 5 золотых медалей, 1 бронзовая с золотым оттенком Гацалова. Почему, за счет чего такое блестящее выступление? Ну, я хочу отметить, что вот тренерский штаб вольной борьбы, там, вот мы в прошлом году там на чемпионате мира были, и там много молодых спортсменов было. Мы отмечали это, ну, такой пробный состав выставили. А в этом году эти же ребята немножко возмужали там. Мы говорили, что вот прогресс будет все равно. И оптимальный состав выставили вот на чемпионат мира. Хотя поехали все чемпионы России, кроме одного в тяжелом весе. У нас выигрывал Кушхов. И вот, как Исламбек сказал, в Польше был турнир, очень сильный. Он за месяц до чемпионата мира проводит. И дали шанс действующим чемпионам мира Гацалову в тяжелом весе и Кушхову. Дали возможность там побороться на этом турнире. Была задача такая, кто выиграет, тот поедет. Но на этом турнире в личной встрече в финале выиграл Гацалов, и ему доверили защищать сборной страны. 1 балл. Вот поэтому, а все остальные были чемпионы России в этих весовых категориях. Ребята здорово подошли к этому турниру, блестяще отборолись. Это 5 золотых медалей, 1 бронзовая медаль. Бронза с золотым отливом. Гацал выступил блестяще, проиграл в полуфинале Иранцу, иранцу, да. 1 балл, 4-3 счет. И то, по-моему, там судьи могли бы и не давать предупреждения решающие. Да, такое преимущество было. Очень Единственное, такое что я вот более лучшего результата ожидал от весовой категории 57 килограмм, где выступал двукратный чемпион мира Виктор Виктор Лебедев. Лебедев. Я просто
Очень невразумительно, честно да. говоря. Но видишь, ему сгонка сейчас дается с большим трудом. Да, с трудом. А 61 килограмм, там у нас действующий чемпион мира был, Бекхан Гойгериев, наш земляк. Но на чемпионате России он проиграл Богомоеву. Он проиграл Богомоеву очень крупно, досрочно 11-0, и потом после этого чемпионата на турнире проиграл. Да, на турнире был дан тоже шанс, они боролись там, он обратно ему проиграл. Без вариантов, поэтому конечно, Богомоев поехал, По но спортивному принципу, вообще-то Богомоев должен был ехать на чемпионат мира, его поставили, но он там не оправдал надежды. просто, я думаю, он Отборолся очень слабо. очень слабо перегорел, Я мне думаю, кажется. тоже психологического характера все эти дела, потому что вот значит, как он блестяще боролся на чемпионате России, всех ребят здорово выиграл. А там он неразумительно боролся, видать, психологически там он где-то Зато не- сенсационно боролись вот в категориях следующих вот, два осетинских борца, Сослан Рамонов и Хетаг Цаболов. Рамонов, помнится, в 2012 году на турнир приезжал Кубок Кадырова. Да, здесь Жукаев в финале Он так боролся. проиграл там Расулу Джукаю, нашему борцу. Кстати, по-моему, в том году боролся Хетаг Цаболов тоже в финале. Цаболов здесь боролся, да, тоже проиграл Гаджи нашему Магомедову парню, да, Ахмеду, дагестанскому да. борцу он проиграл. Да, 70 килограмм. Упорная схватка была. Они показали просто феерическую борьбу с бросками. Кстати, эта борьба, вот нынешняя борьба, настолько она интригует, настолько там интересные бывают приемы, что просто трудно оторваться. Ну, с изменением новых правил сейчас в вольной борьбе, там каскад приемов все время, там большие счет бывают 8-0, 9-0, 9-8, ну, счет всегда большой, потому что сейчас как вот раньше был период, он выигрывает 6-0, все, и счет не сохраняется, потом спортсмен выходит на овертайм, короче, на 2 овертаймах, может вообще не выиграть, ни 1 балл выиграть схватку, вообще это нелогично было. Но сейчас счет сохраняется, борьба идет полностью до конца, все его выигрышные баллы сохраняются, и ребятам надо проходиться с первой до последней минуты бороться. Здесь уже не отстоишь. Потом предупреждение там. Поэтому, Сборная России по вольной борьбе не было ни одного чеченского борца на этом чемпионате. Зато ну, так сложилось, да, вот редкий в случай прошлом обычно. году двое боролись, в этом году у нас никто не попал. Балтукаева там после 2 операций, там травму не восстановился, проиграл. в составе сборной Украины боролся Рустам Дудаев. Да, это наш воспитанник, он где-то 3 года назад уехал на Украину и в составе сборной Украины боролся на чемпионате мира. Кстати, он проиграл чемпиона мира и олимпийскому, многократному чемпиону мира Борозу за 3-е место. Ну, для новичка парень, он молодой, ему 5-е 23 место. года, да, 5-е место, я думаю, что он подтянется. Просто тоже психологического характера, немножко его до Царгуш конца он не проиграл хватило. 4-0, упорная схватка была. Да, за выход в финал Царгушу С проиграл, за Борозом, 3-й конечно, с Борозом. так Да. слабовольно боролся. Так, Вот эта я думаю, схватка Денис Царгуш и Джардан Бороз была одна из самых ожидаемых на чемпионате, она и случилась в полуфинале. Царгуш выиграл со счетом 8-2, 2 балла за предупреждение, он был на голову сильнее, но оправдание тому есть, травма Бороза, у него вся нога была забинтована и морщился он от боли, но тем не менее. Я думаю, что вот дело даже не в травме. Вот на Олимпийских играх сам стиль борьбы Бороза, вот пробивающий, он мощно проходит. 2 ноги, если его оставить на дистанцию, он расшатывает и оттуда любому проходит. У него от природы руки длинные, ну, прыгучий такой борец. Очень Эта задача была, там на Олимпийские игры, тому же Царгушу говорил, во второй период, не отпускай его, надо его с ним постоянно прилипнуть, к нему в захвате бороться, где он себя неуютно чувствует. Оттуда он боковым проходы, которые он делает. Там на Олимпийские игры он второй период так выиграл, но что-то он в 3-м периоде обратно наши с дистанции бороться. А поэтому он здесь постоянно на сборах готовился под него, все время под своего основного соперника. Ну и вот при встрече он реализовал вот свой план, не дал ему бороться с дистанцией, где его преимущество, он сам такой цепкий, короче. Проявил волевые качества Царгуш, мне выиграл. понравился. Достойно выиграл парень, он. И в финале тоже с японцем, помнишь, он выжидал, не дергался. Ну, там он просто четко отборолся, четко, не дал да, ни как один шанс, не разбросанно, боролся очень собрано. компьютер, да. То есть выиграл чемпионат. Орел 3 раза непобедимого борца Царгуш, конечно, разрушил. Боролся с 2011 года, проиграл всего одну схватку своему соплеменнику на турнире Ешера Дагук Ну в да, этом на году. официально не проигрывал, Нику да. Мерделу проиграл. Счет был 6-6 по последнему баллу. Ну, он так особо не напрягался. А теперь мы видим, что таких борцов можно побеждать.
Безусловно. Мы еще отмечали, вот, в смысле, вот Царгуш в прошлом году на мире не боролся, мол, вот, если он был, видите, вот, он вернулся и стал бороться. Царгуш есть Царгуш, трехкратным чемпионом мира стал. Я думаю, в этом весовой категории еще есть ребята, ряд ребят, которые достойно сборную представляют. Тот же Гедуев, те же вот Гаджи Магомедов, ребята молодые. И поэтому там тоже конкуренция хорошая. Царгушу тоже в спину дышат хорошие ребята, поэтому ему надо будет Эту победу и Рамонов, и Царгуш посвятили погибшему в том году своему другу Бесику Кудухову, Бесилу Кудухову. Великий борец был, конечно же. Абдурашид Садулаев, категория 86 килограмм. Это машина. Ее можно кому-либо остановить. В этом году он Ну, все, что можно, выигрывает. да, это Все, там вариантов молодой нет. За парень. секунды сильнейшего, как кубинца, за секунды. Кубинец даже его как-то оплеуху ему дал. И этот молодой парень сумел себя сдержать, что в борьбе бывает редко. Обычно борцы ребята горячие. Настолько он зрел во всех смыслах. Правда, Садулаев не 18 лет, как комментаторы постоянно нам утверждали, ему года 22. Да, если не Демес, ошибаюсь. зачем он Абсолютно. среди взрослых Он уже борется, взрослый по какого мужикам бы борется, года он да. не был. Парень, он, я думаю, За очень считанные секунды смять кубинца. Да, Просто талантливый. это удивительно. сочетание очень хорошее. Он технически подготовлен, так физически, так и у него скоростно-силовая подготовка очень мощная. Он с первой до последней минуты не стоячий борец. Все время в борьбе он борется, не дает ни один шанс своему сопернику, там, чтобы опомниться, потом, чтобы он против него не дает он шанс. Лучшим борцом, Да, вольником первым признан номером на чемпионате. работает, от первой секунды до последней выходит и борется. Парень, он молодой, энергичный. В этом году, среди взрослых борется в этом году. Ярыгинский выиграл, Европу Да, выиграл, все Россию выиграл, старты мир выиграл, выиграл. все, что можно, выиграл. Теперь еще вопрос. Такие же победы одерживает Гадисов. Абдусалам Гадисов. В том году Гадисов 2 раза проиграл Балтукаеву. В этом году в финале России Гадисов взял реванш у Балтукаева, с чемпионом России стал, на мир поехал, выиграл мир. Все турниры выиграны, и Гадисов недавно в интервью говорит, что теперь можно подумать и о паузе. Что он имеет в виду, я не знаю, может пауза на год, может на полгода. Но я думаю, что если он не будет участвовать на турнире Иван Ярыгин, Красноярский, я думаю, что у Балтукаева есть реальные шансы, выиграв турнир, поехать на Европу. Что Ну, считаешь? Балтукаев сейчас будет, у него, вот мы планируем старт, это Кубок Европы, это вот московские звезды у нас обычно осенью проходит, там уже руководство сборной там 9 сказали, да, ноября, чтобы по-моему, да? готовиться, да, это будет у него старт вот после этого, и потом уже будем готовиться на Гран-при Иван Ярыгин, где отбор на Европу и на Кубок мира. Потому что Анзор сейчас, вот 2015 год, надо, ему сейчас, он усиленно тренируется, надо вот на эти старты готовиться, потому что сейчас обычно как вот после таких турниров его основные соперники какую-то паузу берут, и вот ему надо воспользоваться этим моментом и выйти на первую роля, короче, на чемпионат Европы попробовать отбороться, на чемпионат России отбороться и попасть на чемпионат мира предолимпийский. Я Где думаю, уравнять шансы, чтобы попасть на Олимпийские игры, надо конкуренцию составить в этой весовой категории. Я ему, думаю, по плечу, короче. Никаких проблем нету, все от него зависит. Если он будет хорошо тренироваться, работать, парень, он в этих весовых категориях, я думаю, они двое, одни самые сильнейшие, он конкуренцию Гадису составит. Так что вот. Я думаю, что самодисциплина вообще в борьбе, в спорте, в борьбе в частности, она много значит. Вот возьми того же Цаболова. Он в финале просто разгромил Гора, Якупа Гора, турка. Этому же Гору проигрывает наш чеченский борец из Красноярска Исраил Касумов. На чемпионате Европы. Да. Да, проигрывает. Потому что человек волнуется, не может взять себя в руки. Много лишних движений. Абсолютно не нужно. Вот мобилизовать себя, вот классный борец, чем хорош, что он нужную секунду может жестко взять себя в руки, и психологически, и физически. Ведь посуди сам, вот на Ярыгинском турнире Касумов победил этого же Цаболова. Он был на голову сильнее. Но ощущение такое, что он за полгода сделал шаг назад. Но он на чемпионате России тому же Цаболу чисто в финале проиграл. Промокашкой провел, это детский Потом прием, повезли но- на Европе, если человеку дается Да, шанс, он шанс. должен использовать этот шанс максимально. Безусловно, потому что безусловно. О вот чем я и традиционно говорю. вот, Исламбек знает, и наши предыдущие борцы всегда знают. Вот, тренерский штаб сборной всегда смотрит, как он выступает за границей. Это очень важно. Если он основной старт провалит, без медали остается, то на этого человека уже потом даже он выигрывая чемпионат России, уже его так тяжело рассматривать, но уже так впечатление оставляет плохое. Поэтому
Там надо проявлять свои лучшие качества. Если ты за сборную страны борешься, там надо за медаль бороться, я думаю так. Если ты проваливаешь соревнования, то уже второй раз, может быть, тебя и шанс не будет. Поэтому надо очень собранно. В том году какой подходить. шанс у Анзора был, если бы это не травма, да? Ну да, вот в видите, ездении как. чемпиона мира стал этот иранец ездении. И вот в этом году Тройку не попал. Эрцаган Шамиль Ахмедов, это дагестанский борец из Мачкалы, он выступает За Турцию легионер борется, за да. Турцию, да, победил его в блестящем стиле. То есть можем мы побеждать, если в оптимальной форме ты был. Мне, честно говоря, жалко этого парня, Эрцагана. Какой шанс он имел выиграть Ну, мир? был шанс, да, выиграть у Гадису. Секунды оставались. Он, если его посадил бы, то в финал выходил Ахмедов. Я думаю, в финале тоже он мог бы выиграть у этого Газюмова, борца из Азербайджана. Ну, В целом чемпионат судьба Исламбек... распорядилась так, что Ну, это судьба, ничего не поделаешь. В целом чемпионат Исламбек тебе как понравился? Насколько он тебе понравился? Интересно был чемпионат, интересно было смотреть как и вольную, так и греко-римскую борьбу, конечно. Были сенсации, ну, без этого никак, все-таки чемпионат мира. Приятно было, зрелищно. чемпионат мира мне понравился. И я хочу поздравить и греко-римское руководство, и спортсменов греко-римской борьбы. Все равно они выиграли команда ПЕСа. Я особенно хочу поздравить борцов вольности и тренерский штаб вольной борьбы во главе с главным тренером Магомедом Гусейновым, которые блестяще выполнили свою задачу, поставленную, как никогда здорово боролись. 5 золотых медалей, это вообще здорово. 8 категорий, из этих Да. 8 категорий 6 Больше, да. шесть Шесть медалей, медалей взяли, из 5 них золотых, 5 одна золотых. бронзовая медаль. Блестящий тренерский штаб со своей работой справился, и ребят поздравляю. И желаю другим нашим ребятам в сборной команде России, чтобы они тренировались хорошо, подтянулись к этим ребятам, чтобы да, мол, а на следующий год в составе сборной России боролись на чемпионатах Европы и мира. Жара, а ты помнишь, чтобы вот такое успешное выступление было у российских борцов? У российских борцов вольников в Баку было 6 медалей, в 2007 году боролись в Баку, там 6 золотых медалей взяли. И вот это, после этого вот единственное, вот сейчас 5 золотых взяли. Я помню, вот под руководством Ярыгина Ивана Сергеевича в 1982 году в Эдмонтоне и в 1983 году в Киеве блестящее выступление было, 10 категорий было тогда. Ну, тогда 10 категорий. 7 золотых Да. медалей было в 1982 году, 1 серебряная, 2 бронзовые, а через год те же 7 золотых медалей, 2 серебряные и бронзовые. из 7 Все на категорий. пьедестале, вот такие просто блестящие, конечно, победы были. Ну, у нас традиция с советских времен, что греко-римские, что вольная борьба, ребята достойно на всех чемпионатах мира, на Олимпийские игры здорово выступают. Поэтому у нас и так задача ставится. Второе место для команды, или для этого у нас, как считается, провал. Поражение, да? Да, только вот командное первое место, и обычно ставят 2-3 золотые медали, обязательно рамку ставят, чтобы команда выигрывала. Или греко-римской борьбе, или вольной борьбе. Поэтому там уже Исламбек, а вот некуда. вопрос тебе, вот ты со сменой правил, вот сейчас новые правила уже, скоро год будут, как они вступили в силу. Вот ты замечаешь, что имена борцов чемпиона, они меняются? Я бы не сказал, что сильно, но меняются. Но в основном лидеры остаются, скажем так, лидерами, и пьедестал не сильно поменялся на самом деле. Если только в процентном соотношении процентов на 20, не знаю, ну максимум на 30. То есть можно перестроиться, да, вот к новым правилам? Я становиться? думаю, лидер сборной команды России, первый номер, просто не просто можно, а должен уметь перестроиться. Если он является лидером, если он является первым номером, он обязан это сделать, потому что правила меняются, жизнь продолжается, годы идут, спорт идет вперед, и с ними меняются и правила, и нормативы повышаются, поэтому к этому надо адаптироваться, безусловно. Еще хочу добавить, вот, например, поменялись правила, там вот обычно, когда меняются правила, сразу перестраивается учебно-тренировочный процесс. Уже другие задачи ставятся. Вот если раньше там в партере у нас вот в вольной борьбе 4-5 секунд сразу поднимали стойки, поэтому все эти комбинации в партере не было никакой возможности там его обучать, потому что если ты сразу не провел там переворот накатами с крестным захватом голеницу, стойку, сейчас уже где-то 10-12 секунд дают бороться, значит уже
там уже приемы, комбинации, все. Вот поэтому обычно на тренировочном процессе, вот учебный тренировочный процесс перестраивают, и ребят уже настраивают на броски, потому что сейчас уже есть резон, вот ты 4-бальный 2-3 броска, вот ты набираешь 10 баллов, выигрываешь. Но раньше это период ты мог только выиграть, остальное, и вот все сдержишь, вот, в техническом состоянии было. Ну вот поэтому сейчас уже мы, вот как тренера, мы уже учебный тренировочный процесс перестраиваем под новые правила. Вот там, чтобы ярко боролись, броски были. Ближайший турнир, где выступят чеченские борцы, это кубок Рамзана Кадырова. Да, Грозным пройдет. Вы, я знаю, сейчас готовитесь на базе в Шатое. Да. У нас будет турнир сейчас в октябре, Кубок Кадырова, где приедут лучшие команды мира, там и американцы будут, и турки, и иранцы, все ведущие борцы мира будут участвовать. Турнир представительный, и мы к этому турниру готовимся в Шатое на учебно-тренировочных сборах. Уже второй раз готовитесь, да, Да. в Среднегорье? Да, в Среднегорье, база хорошая там. Вот, с нами там еще рукопашники, вот тоже у них будет 4 числа в Колизее турнир тоже. И мы у нас вот подготовка к этому турниру идет, сбор. После этого в ноябре в Москве Кубок европейских. Да, нации будет, Наций. где... Там, по-моему, должно быть много чеченских борцов. Ну да, там и Атарсултанов, и Чекаев, и Дургаев, и Балтукаев, эти ребята претендуют там в этом турнире участвовать в составе сборной команды России, потому что там 2 состава выставляют на турнир, поэтому есть шанс попасть, побороться за Кстати, Россию. насчет Джамала, я вот буквально несколько дней назад ездил на турнир международный в Дагестан, село Нуродилово. Очень турнир представительный был. И там я разговаривал с Джамалом. Он сказал, что категорию пока менять не будет. Из-за травмы он не смог ее согнать. И на России выступил в этой категории. Ребята, как все покрупнее, помощнее. Может быть, ближе к Олимпиаде он попробует отобраться. Потому что, конечно, обидно. Вот 2 категории, они не олимпийские. И вот как-то довольно нелепо все это. Ну, я думаю, у Джамала есть время, тем более у нас еще до конца, вот у нас президент, вице-президент, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Фадзаев, он еще вот у нас после чемпионата России, там на собрании сборной команды, он еще так вскользь сказал, что правила весовой категории может в вольной борьбе еще поменяться, короче, ну, в смысле, весовые категории, имея в виду, там, может, 59, вот как у греко-римской борьбы. Поэтому тогда у Джамала появляется явный шанс в этой весовой категории выступить. А сейчас он примерно нет, вот на Олимпийские игры, как мы знаем, 61 килограмм он не представляется на Олимпийские игры. Поэтому, а в 65 килограмм сложновато, потому что он там брос. Но мы будем думать, посмотрим. Многие борцы еще. жалуются, что как-то большие иные там Вот бывают. поэтому, говорю, вот разрыв в весовых Разрывы. категориях большой, говорит, мы будем еще, говорит, с Лаловичем, говорит, говорить на эту тему, потому что наш, вот, видите, Михаил Геразич, вот, Мамешвили, они вот там, с Лаловичем, вот, президентом ФИЛа, они так нормально отношения, я думаю, они сказали, что будут лоббировать это, чтобы, ну, в смысле, вот, весовые категории где-то будут подгонять, чтобы разрыв в весовых категориях большой не был. Поэтому до Олимпиады может еще, я говорю, изменения кое-какие быть. Пользуясь случаем, хочу спросить у Исламбека Альбиева. Вот сейчас в твоем весе мощная конкуренция. Ты планируешь снова стать лидером категории? Ну, так как я намереваюсь попасть в Рио-де-Жанейро на Олимпийские игры, безусловно, я буду стараться изо всех сил быть первым номером, потому что по-другому на Олимпийские игры я не попаду. И на сегодняшний день это задача номер 1 у меня. Ну что, пожелаем тебе успеха, Исламбек. Да, Мона, надо стараться. Ты молодой еще, поэтому есть шанс попасть. Я вот верю в тебя, всегда знаю, что да, Алмола, у тебя получится. У нас Да, несколько оттуда борцов надо попасть могут на попробовать, Олимпиаду, да. и Исламбек — это самая наша главная надежда. На этом наша передача подходит к концу. Любите борьбу, оставайтесь с нами. Адык Эльшу.